Наступил новый день, и у нас начинается новая рыбалка. Сегодня мои планы таковы, что сейчас мы попробуем половить, немножко посидеть щуку, окуня, живцов. Потом я устанавливаю свои жерлицы. И после этого мы идем искать, собственно, щук, больших щук на плесна, балансиры, на эти шады. И также, друзья, есть новый подарок, то есть этот бакоплав от Марара. Его тоже мы в течение дня сделаем обзор, посмотрим. Вот. Он отправил мне и Дмитричу бакоплав. Вот. Но так как Дмитрича нету здесь сегодня с нами, он ехал на другую рыбалку, мы сделаем обзор бакоплава сами. Его бакоплав оставим. В общем, я разговаривал с Андреем, он сказал, что для Дмитрича отдельно подпишет. Вот. Ну а я только проснулся в палаточке, собственно. Ночью я 2 раза подкинул печку. Сейчас мы пьем чайку, то есть кто кофе, кто чай, и потом начинаем наши обыденные дела. Вот. Ну и, конечно же, сегодня опять нужно думать, где взять дрова. Так, вот, посмотрите, шкура Семёныча, вот, и моя шкура рядом. Семёныча совсем по-другому выглядит, вот. Ну, как будто прям... Не, ну хотя одинаково, это не сказать, что прям сильно так сильно отличается, особо не отличается, нормально. Ну все, сегодня будешь делать, Семёныч? Вот здесь вот по краям маленько пожелтело у него, вот эта часть, нижняя часть. Вот, у меня полностью белая. Ну, у него, видишь, вот. Видать, у него все-таки нога больше повреждена. Вот у него вот здесь вот больше впитала всякого, не знаю. У нас Семёныч уезжает домой. Отрыбачился. Обрыбился. Главное, щуку взял для лечения. Да. Сегодня дома лечиться будет, сказал интенсивно. Ну да. И диван, говорит, там заждался. Да? Теплый телевизор. Диван, телевизор. Так, а мы сейчас, друзья, будем пробовать Shark Platinum Vertical Jig. Называется вот с таким длинным названием. 32 грамма, 80 миллиметров. Вот такой вот фирмы Shark. Данные балансиры есть на сайте клевая-рыбалка.рф. Буду сегодня его балансить. Хочу попробовать. Так. Есть. Подошли сороги. О, первый живец есть. Это хорошо, друзья. Утро начинается неплохо. Отлично вообще начинается утро. Очередная мормышка сработала. Изуми. Фирма Изуми. Такая вот. Вообще я их не меняю. То есть, как они у меня стояли, так и стоят. Вот нижнюю бы попробовать поменять.
Посмотреть, что изменится. Так, очередная поклевка. Ну, этот крупный идет. Крупноват для живца. Но живой. Да, но живой. Ну, крупноват немножко. Получается, я маленько поигрался. И сразу остановил, схватил настоящий. Сейчас с утра вот сороги клюют, а потом уже начинают щуки шерстить. То есть сейчас вот щуки начинают потихо оживать, и сорога начинает двигаться. Так, друзья, опять поклевочка. Семёныч что-то сидит пока что. Мы продолжаем ловить тем временем. На жерлице. Еще бы одного такого, и сразу пойдем зарядим жерлицы. Больших нам не надо, поэтому. Но две Семёныча поймали на жерлице больших. У него как раз такие вот Здоровый. здоровые жерлицы. Здоровый жерлица, здоровый. Ёлка, рано взял. Рано подсек. Не-не-не, сейчас возьмет. Повторно придет, сейчас он не ушел. Рассказывай что-нибудь на камеру. Как у тебя настрой сегодня? Настрой боевой. Боевой, да? Хочешь большую щуку поймать тоже, да? Да. Эй, он щуку девка. Урмехова. Щуку надо. Здоровая дети, да. Где моя здоровая? Вот она, да. Рано живой, да? Не, побудьте. Ох, мне эти на галахам бери. Здоровая, да, чами маналома, что на живой здоровый. Бери. О, есть. Ну этот тоже крупноватый идет, блин. Твою зацепил. А? Твою зацепил? Да. Конечно. Если я тащу и у тебя задергиваюсь, значит я тебя зацепил. А подожди, не торопись, я сейчас отцеплю и потом тебя отцеплю. Крупноват, конечно. Ты сделаешь. Так, дорогие друзья, уже светает. Давайте посмотрим. Оружие. Семёныч делает. Так, первым делом подходим сюда. О, 38-37 градусов. Вот щука Семёныча вчера поймал, которую сегодня он ей будет лечить свои суставы дома. Ну такую взял, небольшая, но хорошая щука. На 2 сустава пойдет. 2 раза полечиться. Так, он сказал, где-то тут дрова лежат для меня. Бу, тарыда? Сейчас посмотрим, сходим дрова вон те. Просто они могут оказаться сырые, либо грязные. То есть ни те не подходят. И вон там еще вон торчат довольно много сушин. Сегодня на день и на ночь мне дрова нужны. Вон там вот на день хватит нам. А вот на ночь не знаю. На ночь не знаю. Вот. Такая вот сушинка лежит. Ну, в принципе, пойдет. Че, хорошая. Пойдет. Там еще вон лежат
И вот лежит. Тоже какая-то. Ну вот это грязная уже. Ножи и так затуплены. Тупее некуда. Мерзшая. Ой. Давайте утащим. О! Суставик все равно дает знать о себе. Хорошо не вылечился, а еще вечером попробуем. Biringat hani denne. Bu da. Yere bir avı. Kaç metreni? Tibi alttan adı da. Oh, alttan attı o. Şimdi kaç metreni bileksin zaten. Bilgin edeceğim mi? Bir. İki. Üç boy. Üç. Kütanar beş. Beş lav. Mustun. Mustun beş bola. Alo. Mustun beş. Так, сейчас будем жерлицы ставить обратно в этом месте. Вот здесь поставим жерлицу рядом. Пока чистил лунки, флажок уже загорелся. Семёныч тут ходит, подсказал. Давайте пойдемте посмотрим, что там попалось. Попалось, не попалось. Проверим. Сейчас узнаем. Вот стоит флажочек. Так, катушка вроде не выматывается. Или она уже выматывалась и перестала выматываться. Опа-на! Есть! Иди сюда, дорогуша! Блин, там зацеп. Он куда-то замотался. Ага, есть. Давай, 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 давай. Выпутывайся, дорогуша. Как запутывался, так и распутывайся. Вот сейчас вот отцеп как раз нужен был бы здесь, а? Как он был бы, кстати, отцеп. Ну что там? Все, что ли, сплюнул? Ага. Все. Фух, крючок разогнулся. Вот. Вот что хорошо. Крючки такие вот. Но щука была, елка зеленая. Так, что у нас в гараже рассказывает Ямаха?
Так, он уже масла маловато стало. Во. Дальше. Масло надо подлить сегодня обязательно перед выездом. Вот. Значит, двигатель потихоньку отходит. Пусть отходит. Дров предостаточно. Все горит. Все отогревается. Друзья, съездили за дровами с Семёнычем. Вот, привезли вот столько дров. На ночь, на день хватит мне на завтра. Теперь у меня сработала жерлица. Вот, видите, когда ездили. Ну, минут 5, наверное, съездили. Здесь проехали. И, видать, шуганул он рыбу все-таки. Как бы стой не случилось. Смотрите, вот пошла размотка. Хорошо идет. Быстро выкапываем. Ай, стоять. Ай, елка. Выдернул изо рта. Видать, только что сработало. Хорошо не заглотила. Ну что, Семёныч на пастушок. На пастушок со мной посидит перед дорожкой. Расскажет что-нибудь нам. Чай буду пить. Подписчикам. С сахаром. Так. Чай с сахаром. Чай с сахаром. Сколько будешь ехать? У тебя сейчас какие планы? Едешь, чтобы расследовать какое-то это, ты говорила, дело, да? На расследовании. Ну, ты же сказал, сейчас будешь следствие вести. Да. Какие следствия? Ну, я не знаю. Ну да, дорогу найти надо. Следователь по особо важным дорогам. Следователь по особо важным дорогам. На самом деле мы приехали с Семёнычем вокруг, да? Вот, вчера мы с ним полежали, поэтому я говорю, ты едь на перерез, потому что с той стороны на эту сторону переехать очень сложно. Там много очень дорог непонятных. И через торосы, если неправильно заедешь, то можно приехать в тупик, уткнуться. А на эту сторону торосов выезжает только 2 или 3 дороги. И вот он сейчас поедет отсюда вот, и найдет где это дороги, и уже в следующий раз будет ездить по ней только. Там пометку не забудь поставить какую-нибудь. А потом опять заблудимся. Нет, сам заблудишься. Я-то на GPS навигаторе все у меня записано. Я даже в Пургу найду дорогу. В метель, конечно. И поэтому рекомендую, конечно, северянам пользоваться навигаторами, потому что сейчас, благо, на каждом телефоне можно установить любой простецкий навигатор. Иногда, порой в метель, в пургу очень сильно помогает такая вот навигационная система. И желательно навигатор устанавливайте с функцией записи трека. Записи и сохранения трека. Потому что навигаторов много, понятие навигатора тоже уже сейчас растяжимое. Хотя бы на телефоне. Конечно, лучше GPS-трекер оригинальный какой-нибудь, то есть специально предназначенный для навигации. Но, как всем известно, он стоит довольно дорого, и поэтому можно и в телефонах таскать GPS-трекер. А то, что говорят, что в телефоне телефон замерзает и тому подобное, ну, нужно хорошо просто относиться, беречь, держать телефон в таком состоянии, чтобы он не замерзал. И все. Под пазухой, да. Да. Ну что, друзья, давайте проводим Семёныча. Вот. Все, давай, Семёныч. Ну давай. Мы тебя ждем, ты поехал уже.
Короче, опять палатку перетащили с Семёнычем второй раз уже за день. Там одни зацепы, потому что сейчас вот в новом месте посмотрим, что покажет нам подводная камера. Все-таки место новое. Надеюсь, что здесь не будет такое количество зацепов, коряк различных. Но здесь, знаете, глубина побольше так-то. О! Ой! Стоять! Что она? О, щука взяла. Щука чуть удочку не утащила. Большая, небольшая, но противная какая, а? Не хочет заходить. Вот такой маленький небольшой щурек попался. Вот. Взяли мы его. В общем, глубина нормальная. Рыбалить можно. Сработала вот такая вот резина фирмы Изуми. На сайте есть она тоже. Смотрите, кому интересно, как в виде рачка такого. Оба-на. Опустил серебряную блесну, называется. Сидел. И тут что-то пришла такая мысль. А не опустить ли мне серебряную блесну? И вот, пожалуйста, вам результат сразу. Не заставил себя ждать, прям удар такой. Чух, со стороны просто. Жестко прям. Я даже не успел включить запись. Ну, думаю, это и не нужно. Все видели прекрасно. Вот такая блесна отработала. Друзья, есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Такая щука у нас сегодня попалась. Даже немножко растерялся. Так. Ну что, давайте последнюю. Тут масло уже все практически закончилось. Заправим снегоход, подготовим. Тут у нас печка еле как наладом дышит. В общем, сейчас я залью масло. Поедем, друзья, проверять перемет. Поставил я перемет уже, которая у меня проверка где-то 5-я, по-моему. Один раз я его переставлял. И в прошлый раз, когда я его переставил, попался один налимчик небольшой. Правда, камера была выключена, не успел я заснять. Вчера с Семёнычем ездил, проверял. Абсолютно ничего нету.
Короче, друзья, блин, я пришел, а удочки нету. Ё-моё. Вот это прикол. Ну, а тут была. Че, прощай, удочка? Блин. Кто-то думает, что-то не хватает. Сижу, воду набираю. Здесь же удочка стояла. Блин, вот это попадос. Ну ладно. Что ж сделаешь-то? Ушла моя крутая мышка. Будем переставлять новую делать. Из этой новую изготовим, ничего страшного. Так, минус удочка, короче. С кальмариками, по-моему. Или с кишкой, или с кишкой была, ага. Итак, друзья, давайте готовить ужин. Значит, сегодня на ужин у меня такие вот 2 куска мяса. Мясо мне оставил Семёныч. Он не сказал: Слава, ты меня не накормил моим мясом. Он так не сказал. Он сказал: Слава, вот тебе мясо, поешь вечером. Я твои котлеты все не съел. Он так не сказал. Вот. Сейчас давайте, друзья, поэтому съедим его мясо просто-напросто. Раз он так сказал, Семёныч, нам, ешьте, будем съедать. Значит, я сделаю вот так. Я сейчас поперчил все это обильно, как вы видите. Я люблю прям все обильно перчить. Давайте здесь оторвем. Так, у меня есть вот сало калининградское. Прям хочу прям шмат такой на каждый положить. Вот так вот. Это оленина, друзья. Я его сейчас поперчил. Посолим сейчас еще сверху. Вот так вот. Вот. Давай с этой стороны. Сало не жалей. Это Володькино сало. Вот. Володька, спасибо за сало. И его буду есть всю зиму. Опа. Пальцы, когда режете, аккуратней. Пользуйтесь, когда ножом. Сегодня у нас просто нож. Вот. Поэтому будем резать просто ножом. Вот. На каждый кусок по 2 сала ложу. На каждый шмат. Вот. Конечно, был бы у нас лучок там. Еще перчик там. Можно было перчика закинуть. Но этого ничего нету. Поэтому мы сегодня просто шиканем. Будем есть просто галимое мясо, которое нам оставил Семёныч. Вот. Спасибо ему за 2 куска. Я говорил: Семёныч, может, заберешь лучше домой? Он говорит: нет, ни в коем случае. Так, вот. Так, в общем, укладываем сюда вот наше мясо. В каждом мясу я положил по 2 куска сала. Сало у нас с Калининграда. Сразу говорю. Каждый отдельный кусок оборачиваем. Солим и оборачиваем. Сейчас я вот этот кусок я просто посолю.
Вот так вот. Просто подсолил. Давайте все-таки мясо посолим, наверное, само. Не сало, а мясо. Вот так вот. Вот. С этой стороны тоже довольно так. Это все потом, думаю, сок даст, и в соке уже будет нормально там все. С солью. Главное, не переборщить и не съем. Оп. 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 Вот такая вот получилась у нас. Все. Вот первая готова. Первую мы так сделали. А вторую, друзья, второй кусок мы сделаем по-другому. Ну, все то же самое, только кое-что еще добавим туда. Обычный соевый соус. Вот. Нормально. Ну, все мы знаем, что соус и так соленый предостаточно, поэтому солить смысла нету. Главное его не упустить. Барбекюшку. Закрываем все это дело. Теперь давайте поместим. Как вы думаете? Правильно, в печку. Так. Жар я маленько убавляю путем прикрывания его дровами. Там у меня есть специальная ниша, куда я обычно вкладываю. Вот так вот закрываю. Здесь полностью закрываю. Все. Ну что же, друзья, пока готовится наше мясо, Володина сало маленько оттяпаем кусочек. Хорошее сало. Так, друзья, давайте проверим, как получилось. Я сам не знаю. Некоторое время она лежала в печи, потом я ее вытащил, и она лежала у меня на печи, внутри печи, снаружи печи. Вот это у нас, которая с соевым, а это которая просто без соевого. Или вот это наоборот с соевым, по-моему, вот. Та без соевого. Ну, не знаю, как получилось. Думаю, надо открыть и посмотреть.
Так, здесь у нас мясо, которое мы запекли в соевом соусе. Соус гуляет. Во как получилось, друзья. Красота, просто красота, блин, это обалденно. Я не знаю, надо, короче, сразу есть, думаю. Конечно, извините меня, что так прямо, но я сегодня устал, мне некогда тут возиться, стол накрывать и тому подобное. Так что, Семёныч, мясо мы сейчас освоим. Ты не думай, что мы его не съедим. Конечно же, мы его съедим. Давайте попробуем сало. Замечательно просто. Мясо немножко жестковато, но приятного аппетита тем, кто сейчас ест вместе со мной такое же блюдо. И приятного аппетита Семёнычу, который смотрит сейчас. Это обалденное блюдо, друзья. Обязательно приготовьте, не пожалеете. Все. Больше не прошите. Занимаюсь я, собственно, затаркой, то есть с заполнением сумочки с мормышками. Очень кропотливая работа. Итак, дорогие друзья, вот и настало утро. Сейчас, по-моему, уже 8 час. Где-то час или полтора тому назад упала вьюга. И я вчера с вечера все подготовил, все собрал компактно. То, что улетает, все привязал. Вот. И думал, хоть посплю маленько, но все равно ветер как ветер разбудил. В общем, спать не получится. Сейчас будем рыбачить. Что делать? Думаю, жерлицу надо переставить. И вообще, актуальна ли она сейчас? Жерлица и это.
Вытащил леску. Представляете? Кажется, удочку сейчас поймаю. Ого. Точно. Вот она, утопленница. Черт, застряла там. Видать, приклеилась, что ли, ко льду. Ё-моё, или за кусты зацепила ее. Да вроде кустов не было. Но она по сути так-то плавает, поэтому говорю, может быть ее... Она застряла. О, пошла, все. Ура! Мы удочку поймали. Фу. Всю ночь пробыла в этом. Вот здесь вот кусок отклеился. Вчера полдня и всю ночь провела под водой. Фух, а я уже переживал, думал, удочка утонула. Ну, хорошая жерлица. Тоска, друзья. Меня обуревает тоска в эту погоду. Как, наверное, и вас в этом сюжете. Поэтому, друзья, идти сдаваться нужно. Идти и бурить кучу. Ага. Пока сидел, демагогил, кто-то клюнул. Ух ты! Ты смотри-ка. Хороший сорогин попался, а? Причем клюет исключительно на кишку. На кишку своего собрата взял. Отлично. Хорошая новость. Так, давайте это опустим. А рыбу хотел было уже кинуть до камеры. Не будем кидать. Аккуратно опустим. А то, боюсь, на камеру попадет. И будет не очень хорошо.
Во второй тоже пошел дубас. Ты смотри-ка, ребят. Заработала прикормка. Я утром закормился. И сало тоже заработало калининградское. Что бы это все значило? Ну давайте начнем тогда. Да начнется рыбалка. Это я поиграл на хомусе, друзья. И дубас пошел. На полном на серьезе. Так и есть. Хомус творит чудеса. Хомус, музыка. Звуки хомуса исцеляют человека. Для коронавируса полезно, профилактики. Развиваются легкие, дыхательная гимнастика, так сказать. Так что играйте чаще, друзья. На варгане, на хомусе,